Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В этот раз мы вам расскажем о провинции Турции Кахраман-Мараш. На юго-востоке Турции находится город Кахраман-Мараш, центр одноименного Ила области. Занимает равную территорию на подножье горы Восточный Тавр. История города начинается в 1000 году до нашей эры. Первоначально в римский период, а затем в византийскую эпоху город назывался Цезария Германикея. Нынешний Кахраман-Мараш зародился в 17 веке на расстоянии 18 километров от территории старого города. До 1973 года именовался Мараш. Затем к названию было решено добавить слово «Кахраман», что в переводе означает «герой». Высокий титул был получен за победу в битве с французским легионом во время войны за независимость Турции. Кроме достойного звания, город был награжден медалью за независимость. Главной исторической достопримечательностью древнего Мараша считается цитадель, возвышающаяся на холме в центре города. Среди старинных мечетей города есть здания, построенные в 15-16 веках.
Численность населения Кахраман-Мараша на сегодня около 2 миллионов человек. В провинции есть такие города, как Афшин, Андырын, Чаглаян-Джерит, Экинözü, Эльбистан, Гёксун, Кахраман-Мараш, Нурках, Пазарджик, Тюркоглу. Над городом нависает длинная гора высотой в 1,5 километра. Кахраман-Мараш стоит на большой равнине и развивается именно с одной стороны горы, а не на равнине. Сверху гораздо красивее вид, и ветры лучше дуют, когда летом жарко. Город стремительно растет на глазах, строятся новые многоквартирные жилые дома, где новый Мараш, а где старый хорошо видно с неба. В центре города есть холм с аккуратным парком среди остатков крепости. Имеется обзорная площадка и небольшой музей родного края. Для прогулки по Марашу не нужно иметь с собой запаса воды. Часто стоят краны с питьевой водой, в среднем между ними не больше 500 метров. В Мараше весьма низкая преступность. На ночь у лавок не убирают выставленные овощи и фрукты, только прикрывают их. Можно зайти в магазин, оставив открытыми ветровые стекла в машине. Турция – страна древних традиций. Как и 100 лет назад, местные жители развивают и популяризируют народные промыслы. В Мараше жизнь кипит. На улицах, магазинах, рынках, мастерских многолюдно. В отдельных местах Мараша в лучших древних традициях здесь по-прежнему изготавливают интересные сувениры из кожи, камня, стекла и керамики. Например, Назир Бунджук, глаз Фатимы, всевидящее око, самый известный сувенир в Турции. Своему обладателю он приносит удачу и защищает от сглаза. Его принято размещать у входа в дом. Турки – знатные кожевники, а в Кыргызстане вряд ли найдется человек, который не слышал о куртках, обуви, сумках и прочих турецких кожаных изделиях. Медная посуда. Такая посуда была широко распространена во времена Османской империи. Сегодняшние мастера изготавливают медные изделия в лучших древних традициях, но немного проще в плане внешнего вида.
Во время Дарданельской операции Первая мировая война большинство военнослужащих турецкой армии использовало уставное холодное оружие, сабли и штык-ножи. Но турки глубоко чтят свои традиции предков. Многие солдаты и офицеры турецкой армии имели сильные семейные военные традиции, когда их отцы, деды и прадеды служили и воевали за свою империю. Вместе с семейными традициями передавалось и оружие отцов, дедов следующему поколению турецких воинов. Отметим, что такая же традиция существовала и в Российской империи, когда казаки использовали оружие дедов. Это было почетно, престижно и вдохновляло воинов на подвиги и продолжение воинских традиций семьи. Кроме того, Кахраман-Мараш славится ювелирной промышленностью. Он занимает второе место после Стамбула по производству золотых изделий. Огромное количество разнообразных ювелирных украшений представлены в магазинах, бутиках и торговых лавках.
doğma şəhərimdir. Bu şəhəri mən əlbəttə ki, bütün yaşayanlar öz doğma şəhərini çox sevir. Нафталан, он начал функционировать достаточно давно, но это было, конечно же, неофициально. Впервые вообще о нафталане летопись, ну, как бы она появилась еще в средних веках. О ней писал Марко Поло, кстати. Нафталан тогда называли каменным маслом или маслом земли. Вот, ну, разные названия он носил. Еще тогда было понятно, что нафталан обладает хорошим свойством, ну, как бы заживляет хорошо раны. Из него готовили микстуры различные, как бы, ну, такие народной медицине. Он очень достаточно так широко применялся. Потом в конце 19 века, начале 20 века, когда начался по всему миру, скажем так, этот нефтяной бум, в Баку появилось очень много различных европейских представителей, которые начали активно добывать нефть. Вот. И один из этих представителей, он был немец по происхождению, фамилия у него была Егерь. Он, ну, как бы, в Баку уже мест не было, скажем так, да, до него уже там скупили земли. Он решил поступить чуть-чуть хитро, он, так как был инженером, он думал, что если есть, допустим, выход в Апшероне, значит, этот пласт под землей где-то может иметь выход и в другом месте. И он исколесил, скажем так, нашу страну, и когда увидел, что вот в этой местности просто местные люди, обычные сельчане, скажем так, да, они просто выкапывали ямы, нефть настолько располагалась как бы поверхностно, она стекалась просто в эти ямы, и люди летом могли, мужчины там, ну, лежать просто в этих ямках, заполненные нафталань, да, это происходило так вот примитивно, скажем так. Он когда увидел, но он понял, что это нефть, он решил построить здесь эти вышки там, и так далее, и добывать эту нефть. В советский период по-новому начали изучать нафталан, это уже было более официально. Сюда приехала большая группа физиологов, биохимиков из Московского медицинского института. Они изучали, здесь были виварии с животными, и на кроликах, и на кошках, и на собаках, даже на обезьянах, как бы экспериментировали нафталан, и была выработана методика, по которой в нас сегодняшний день, в данный момент, принимают нафталан. То есть раньше, в период вот этот немецкий, никакой методики не было, то есть никакого курортного лечения не было, просто из нафталана готовили мазь. А уже вот в советский период вот нафталан получил уже свое вот развитие именно как курортный городок, в который люди стали приезжать со всего Советского Союза, со всеми этими патологиями, которые я там перечислила. В принципе, механизм лечения практически во всех заведениях нафталана, они практически одинаковые, скажем, с точки зрения как бы нафталана. А нафталан все заведения приобретают в одном и том же, как говорится, коллекторе, то есть меняется нафталан во всех заведениях практически с одинаковым интервалом, то есть в этом плане во всех санаториях ведется одинаковая работа. Просто санатории немножко, да, отличаются определенным своим подходом, сервисом, удобствами. Это да, есть такая разница. Ну и, например, по поводу, допустим, есть определенные санатории, допустим, которые чуточку могут по специализации углубляться. Например, в Гашалты, ну, из-за того, что мы помимо как бы нафталановой терапии, физиотерапия же у нас есть, ну, есть физиотерапия везде, но у нас есть, допустим, дополнительное как бы оборудование, у нас, допустим, более глубокий подход, например, по плане дерматологии. Обязательно должны быть терапевты, физиотерапевты, врач-нейропатолог, дерматолог, кардиолог, гинеколог, уролог, стоматолог, врач-узист, рентгенолог. Ведущие специалисты есть, но еще дополнительно есть вот такие узкие специалисты, опять-таки гинеколог, уролог, лор-врач, стоматолог. То есть пациенты, приезжающие сюда, не только лечат вот эту свою основную проблему, там сустав или кожные заболевания. Если проблемы с деснами, пожалуйста, могут полечиться. Проблемы небольшие по гинекологии тоже могут полечиться, в урологии тоже. То есть это все как бы продумано. Нафталан не только он для болезней, это еще он для профилактики болезней. Вы можете сюда приезжать не только там лечиться, чтобы просто не заболеть. Ради этого тоже можно посетить нафталан. Bir-birindən gözəl, bir-birindən qəşəng, onun sahələrində böyük bir gözəllik yaranırdı. İnsanlar zövq. Этот санаторий находится в городе Нафталан. Чтобы из Баку доехать до Нафталана, нужно сесть на скоростной поезд
И буквально за 3,5 часа вы уже будете в городе Гянджа, и оттуда уже сесть на такси и доехать до санатория. Город Нафталан находится 330 километров от города Баку и в 58 километров от второго по величине города Гянджа. В городе Нафталан очень много различных санаториев, но по комфорту, по красоте, по величине, по оказанию услуг очень хвалят, конечно же, по рекомендациям. Это санаторий Чинар и санаторий Карабах. В пакет санатория вы все знаете, что входят анализы, посещение врачей. Все это делается вот в этой поликлинике. Анализы сдаете утром рано натощак, и врачи проходите уже позже.
Здравствуйте, меня зовут доктор Рена Кенгерли, я главный врач санатория Гашалты. Я хочу вам дать небольшую информацию о нашем отеле, санатории. К нам приезжает большое количество людей с различных стран. Это Узбекистан, Казахстан, Киргизия. Сейчас у нас на данный момент есть гости даже из Америки, из самого Азербайджана. К нам приезжают в основном пациенты с заболеваниями опорно-двигательной системы, заболеваниями кожными, по неврологии, по мужскому и женскому бесплодию и огромному количеству других хронических заболеваний. Нафталан вообще является показанием для более чем 70 хронических заболеваний. И самое главное, самый большой плюс нафталана заключается в том, что все пациенты, которые к нам сюда приезжают, они все уезжают с положительным результатом. То есть это лечение, которое реально не имеет аналогов в мире. Всех вас приглашаем. Да, цены у нас достаточно приемлемые. Если вы даже сравните, допустим, санаторно-курортное лечение в других странах и в Азербайджане, и именно в городе Нафталан, то вы увидите, что насколько это комфортные цены. В наши цены входят трехразовое питание, полностью чекап, лечение. То есть та сумма, которую вам оглашают наши представители, сотрудники, да, в эту сумму входит практически все, что вы здесь видите. Эки миң алтынчы жылдан бери өтүп келаткан Оймо фестивалі быйыл 18 жолу уюштурулду. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар агенттиги менен Оймо 2024 эл аралык фестиваль уюштурган иш-чараларга быйыл да Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменстан, Түркия баштаган мамлекеттерден тышкарыда жакынкы чыгыш жана чет өлкөлөрдөн таланттуу инсандар келишкен. Фестиваль быйыл да өзгөчөлүктөрүн, өнүгүүсүн көрсөттү. Алгач иш-чаранын алкагында Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук сүрөт өнөр музейинде өз тарыхый жана маданий мурастарын кайра карап чыгууга умтулган азыркы замандын сүрөтчүлөрүнүн белги аттуу сүрөт көргөзмөсү өткөрүлдү. Көргөзмөнүн максаты ушу заманбап сүрөтчүлөр кандайча Кыргыздын улуттук маданий баалуулуктарын түшүнөт, кандайча өзүнүн чыгармачылыгынан чагылдырып көрсөтөт, кандайча ушуну өзүнүн ички дүйнөсүнөн чыгарып элге сунуш кылат, ошону көрсөтөлү деген ойдо уюштурганбыз. Андан дагы азыркы учурда эл түшүнүп эле калыптыр. Мындай үйлөрүн кооздогондо баягы курак, сайма, тушкииз, шырдакты пайдаланат. Кыргызстанда гана эмес, кыргыздын ошо шырдагын деди Европада, Америкада жакшы көрүшөт. Жерге салмак тургай дубалга да илишет. Жерге салгандан уялышып, кантип ушундай кооздукту кантип биз тепсейбиз депчи. Салттуу маданиятты сактоо жана материалдык эмес маданий мурастардын негизинде креативдүү индустрияны өнүктүрүү аттуу эл аралык конференция өттү. Анда улуттун оңгусу болгон салттуу өнөр, музыка, чеберчилик, туризм, тарых, маданият, адабият боюнча атайын маалыматтар берилип, маселелер да айтылды. Салттуу маданият, салттуу билимдер, ошол биздин ушул маданияттагы өзгөчө орунда турган музыкалык искусствону алып жүрүүчүлөр, албетте булар баягы бир Кудай Таалам бир дарыган, Кудай Таалам бир маңдайынан сүйгөн өнөр адамдары да. Мына ушул өнөр адамдары
бүгүнкү күндө тек гана практиканы өзүн көрсөтүүсү менен бирге алардын билген методикасын же болбосо устат шакирт өнөрканасындагы билимдерин теориялык мааниге ээ боло турган маалымат иретинде жазып калып туруп бүгүнкү күндө маалыматтык бир борбор болуусунда орунда туруп баягы өзгөчө орунда турган бул албетте кыргыз патент. Баягы бир тизмекке келтирүү, мына ошону менен бирге аларга шарт түзүү кыргыз патенттен баягы бир жасап жаткан ополтоодо иштеринин бири болуп аткандыгына баарыбыз күбө болуу менен бирге бүгүнкү күндө анын илимий теориялык маселелерин изилдөөгө алуу турат да. Осы оймо фестивалына жылда келеміз. Біздің Қазақстаннан кол өнершілері жылда қатысады. Не үшін біз бірімізбен қатысамыз, тәжірибемен бөлісеміз. Біз жасаған нәрсені Қырғызстаннан, Өзбекстаннан келіп бізден көреді. Біз ол жерге Қырғызстанға, Өзбекстанға, Ресейге, барлық жерге барамыз. Бәріміз кол өнершілер бірігіп жұмыс істесек, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Дамимыз. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги маданий мурастардын негизинде чыгармаларды жараткан азыркы доордун чебер кол өнөрчүлөрүнө, сүрөтчүлөргө, дизайнерлерге, ишкерлерге, маданият жана искусство ишмерлерине колдоо көрсөтүүнү максат кылган бул иш-чарага башталгандан бери өнөктүш болуп келет. Илимий журнал интеллектуалдык менчик салттуу билимдер боюнча илимий иштердин баягы статьяларын жарыялап туруучу илимий баягы салттуу журналды дагы биз негиздеген жатабыз. Буюрса бул дагы жакын күндөрү ишке ашып калат деп ойлоп атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой мына салттуу билимдерди биз Женева шаарында Кыргыз автоном областынын 100 жылдыгына арналган Манас эпосубуз, Чыңгыз Айтматов биздин залкар жазуучубуз, ушулардын мисалында дүйнө элдерине ушу салттуу билимдерибизди дагы бир күнүн көрсөтө алдык десек болот да. Улутубуздун өзүнө тиешелүү мурасыбызды, өзгөчөлүгүбүздү көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Аны биз заманга бапташтырып, учурдун талабына ылайыкташтырып, мындан ары алып кетишибиз зарыл. Кыргыз патенттин колдоосу менен салттуу билимдерди алып жүрүүчү, келечектин түрлөрүн алып жүрүүчү деген наамга ээ болгом. Мына оймо фестивали бул жакшы бир платформа берди. Энелерден алдык бул салттуу билимди, маалыматчы энелерден алдык. Биз кайра ошону урпактарга өткөрүп берүү боюнча бир жакшы иштерди алып барып, жана ошо аталар изинин студиясында биз ана кичинекей балдарды да кыргыз болууга үндөп, чоңойтуп, фотосессияларды өткөрүп жүрөбүз. Ошондой эле кол өнөрүнөн жасалган буюмдардын, кийимдердин жарманкеси Ала Тоо аянтында уюштурулуп, ага шаар тургундары менен коноктору, чет элдик туристтер келишти. Чеберлер ошол жерден жасаган эмгектерин соодалоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Быйыл 2-нчи жылы келип атырмын. Маған унады. Негизде булардын кыргыздардын заты менен биздин зат менталитет бирдей. Мен мына казактын буюмдарын дариптеп атырмын. Көп менин затым нормаль жакшы өттү. Алдыңкы жылда дурус өткөн, быйыл дурус өтүп атыр. Mana biz O'zbekistondan olib keldik bu tovoqlarni. Bu bari qo'lda ishlangan tovoqlar. Oshga, tovoqlarga, issiq ovqatlarga yaxshi. Prochniy kraskalari vredni emas. Hammasi qo'ldan qilingan. Loylar mana pishgan loy. Ana arzon sotatasizmi bu yoqqa? Arzon sotyapti. Ал эми ошол көргөзмөдөн эң мыкты делген кол эмгектер тандалып алынып, атайын сынак өткөрүлдү. Ага көз карандысыз калыстар тобу түзүлүп, жеңүүчүлөрдү аныкташты. Традиционные древние технологии ваши, да? И в Узбекистане тоже делается курак, но нашими вот такими элементами мелкими не употребляется, не используется. У нас этот в основном из таких четырехугольные у нас, диагональный, трехугольный идет у нас этот, а потом внутри этих курака у нас вышивка пользуется, вокруг чем-то делать. А это вся такая изящная, тонкая, чистый киргизский мотив идет здесь. Понравились работы Женбек Казанузад. Это очень схоже с техникой в Туркменистане из клашмаваляния. Очень схоже с этой техникой.
Здесь мне очень нравится цветовое решение, здесь современный подход. Для меня новый и очень интересно то, что здесь идет ручная расстежка, работает. Здесь есть даже вкрапление, вваливание элементов ткани. Очень красивая работа. Нукура материалдардан жасалган чебер буюмдардын ээлери тандалып, аларга уюштуруучулар тарабынан кызыктыруучу сыйлыктар жана мыкты чебер, мыкты насаатчы наамдар берилди. Жылдын мыкты насаатчысы номинациясынын жеңүүчүсүн аныктадык. Бул Чолпон Аламанова. Чолпон Аламанова эң мыкты эмгектери менен өзүнүн көрсөткүлөт дайыма. Фестивалдын максаты маданий мурастарды сактоо, салттуу билимдердин уландысын жандандыруу, кол өнөрчүлүк рыногун жана маданий мурастарга негизделген креативдүү индустрияларды өнүктүрүү, Кыргызстанды экологиялык жактан таза маданий туризмдин эл аралык аймагына айландыруу болду. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек.